неоднократно поднимали тему вандализма в нашем городе в предыдущие годы. В этом году мы в первый раз, обращаемся в средства массовой информации по данному вопросу. Хотя, конечно же, акты вандализма были. Это сломанные скамейки, урны и так далее. Но на сегодняшний день затронут очень серьезный вопрос – это дорожные знаки. На протяжении прошедшей недели, в течение 3 дней подряд, уничтожались дорожные знаки на улице Чайковской, на улице Баймакской. На улице Баймакской были повреждены 4 знака, на улице Горной 4 знака. И 2 дня подряд на улице Чайковской, которая проходит у нас в поселке Сарматы, на этом промежутке, были уничтожены порядка 7 знаков. Целенаправленно знаки выдираются из земли, гнутся, ломаются. Допустим, для наглядности вот здесь был знак «Уступи дорогу», он на данный момент вообще отсутствует, то есть его просто сняли и куда-то унесли. Дорожные знаки – это вещи очень серьезные, то есть они регулируют дорожное движение, и любое изменение на дорожной сети, отсутствие дорожного знака может привести к серьезной аварии. Поэтому все-таки давайте как-то бережнее относиться к имуществу городскому. Во-первых, это очень дорогое имущество, во-вторых, небезопасно довольно-таки оставлять дорожную сеть без дорожного знака. В этом году у нас очень сильно страдают скамейки в парке 30-летия Победы. По последней информации, это наши скейтбордисты, которые там постоянно, там асфальт хороший, катаются на скейтах, разбирают скамейки, делают из них определенные трамплины и назад это дело все не возвращают. Вот сейчас, на данный момент, на сегодня, приобретено 78 болтов, чтобы поставить назад на скамейке. То есть это буквально за 2 недели все эти болты были выкручены со скамейки. В размере городского бюджета такой ущерб, он является незначительным. То есть даже если человека найдут, максимум, что это будет, его привлекут к административной ответственности. То есть если это будет все-таки факт такой, что установит, что одно и то же лицо совершило одно и то же преступление несколько раз, и то есть оно наберет определенную сумму большую, только тогда можно будет какие-то определенные меры воздействия уголовные на него применять. А так люди, чувствуя свою безнаказанность, действуют поэтому таким образом. Всех, кто видит, если происходят такие случаи вандализма, просим все-таки не проходить мимо, либо сообщать в полицию, либо напрямую нам по телефону 2 32 01.